Столичные градоначальники считают своей обязанностью лично поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Сухуме. Глава администрации города Сухум Беслан Эшпа в гостях у Нонны Дорофеевой отметил, что рад видеть ветеранов в добром здравии и в окружении заботливых родных. Нонна Ивановна, от души с праздником Победы! Какая вы молодец! 78-й годовщиной Победы поздравляем вас! Крепкого здоровья, чтобы еще долгие-долгие годы были здоровы и всех нас радовали. Спасибо. Мы очень рады, что вы прекрасно себя чувствуете. А это тоже вам. С вами рядом, вот видите, детишки, внуки, они должны радовать вас. Так что Да. вы еще нужны им, и нам всем. Держитесь. С праздником еще раз. Теплые вами. Будучи у ветерана, мэр пообщался также с ее правнуком, первоклассником Дамиром. Кем хочешь стать? Полицейский. Вообще хотел быть парикмахером. Парикмахер? Лучше полицейский. Парикмахеров у нас много, а вот полицейских у нас не так много. Так что нам нужны люди, которые помогают поддерживать порядок. Ветерану Марии Глускер 100 лет. В 1941 году окончила медицинскую школу и сразу же была мобилизована. С 1947 года живет в Сухуме, гордится своей большой семьей, которая насчитывает 18 человек с внуками и праправнуками. Глава столицы поздравил Марию Глускер с очередной годовщиной Победы. Дорогая Мария Захаровна, от души поздравляем вас с праздником Победы, 78-й годовщиной. Спасибо. Здоровья вам крепкого. Спасибо. Чтобы всегда были в силах встречать друзей, гостей, своих родных, Спасибо. близких. Спасибо. Радуйтесь Спасибо. жизни. Вы Спасибо. сделали неоценимый вклад для нас всех. Спасибо вам большое за все. Спасибо. С праздником. Спасибо. Этот букетик Мама, вам. это мэр города нашего. Да? Мэр города. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо, нам за что. А это вам там. Маленький презент. Спасибо вам. Какие вы все молодые, красивые, нарядные. Как вы себя чувствуете? Как говорят, ну все 100. Ой, как мы рады. Дай Бог, чтобы еще долгие годы чувствовали себя хорошо. Спасибо. Ветеран рассказала мэру о том, где ее застала война и где встретила День Победы. Она поделилась, что до недавнего времени считала скромным свой вклад в приближение победы, но обнаружив себя в многотысячном списке воинов, хранящемся в храме Вооруженных сил России, почувствовала гордость и сказала: «Никто не забыт». Вы знаете, когда меня приходили, вот, ну, поздравляли и все, как-то я чувствовала себя так. Ну, Господи, да кто я там? Ну подумаешь, ну, медсестра, ну, в партизанах, ну, подполье, ну, разведки, ну что. И вот совсем недавно в Москве есть военный храм. Вы не знаете? Построенный новый военный храм, где в нем 1418 ступеней. Столько, сколько длилась война. И вот моей приятельнице дочка пошли в этот храм с приятельницей. А там занесены участники Отечественной войны. И она нашла Глускер, Жудра, Мария Захаровна, Житомирская область, Радомишльский район. Я там есть. Ха-ха, как хорошо. Вы знаете, как-то вот, ну я не знаю, такая гордость какая-то стала. Значит, кто-то, что нужно, может, и моя какая-то песчинка доли есть. Ваша есть доля в этой большой победе, конечно, конечно, конечно. И вот, вы знаете, что я смешно сама себя стала уважать. Дай Бог вам здоровья. Товарищи мои, друзья мои, дорогие мои, поздравляю вас с нашим большим праздником. Желаю здоровья, желаю
успехов. Больше всего желаю чистого, ясного неба над головой. Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе также посетил ветеранов, проживающих в Сухуме. Мария Коваль раньше не значилась в списках столичных ветеранов. Это упущение было исправлено в этом году. Поздравляю вас Спасибо, с спасибо. семилетней годовщиной, здоровья, Спасибо, благополучия, большое спасибо. мира, долгих лет жизни вам. Спасибо. Вам тоже За здоровья, благополучия, счастья, любви и долголетия абхазского. Долголетия, чтобы долго-долго жили, не видели войны никогда. Дай Бог. От главы администрации города Сухум, от Беслана Федоровича Эшпа, подарочек скромный. Спасибо. Вот эти награждения, я уже их не считаю. Это Вот президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вас награждал. да, много О. раз там. Когда война началась, мне было 15 лет. Я жила, где Петровская область, город Апостолово. Вот там я и начала. Работать я начала в 13 лет. Это перед войной, потому что отца не было. Учиться дальше 7 классов закончили и все. А потом война. Войну я делала... Меня взяли в воинскую часть. Было все заминировано. И мы это все выкапывали и вывозили, взрывали. Заминированный был город мы. Ну, она с минерами работала. И с минерами Да, с работали, минерами вот эти работала, снаряды да. везли и взрывали. Статный ветеран Иван Пиля с военной выправкой принимал поздравления со стопочкой домашней чачи. Ай, бешредут задивгаз, ай, рефида хана халот. А гобзера, бам, чама, хала, рашок, срацаны. Танцуй хад. И табу бедут зана, яхзафсыз. Аус яхабям шихаму. Алексей Иосиф Ипа, фида хана халот. Ай, бешредут зад, ай, раифгаз, а гобзера, а бам, чама, хала, рашок. Расшакова мысль шак айзад, яхзафсыз зала, яхабрюза тынчра хаму. وياك جامعة زام في ريح زعف تزانيوس اسم شحشبة حق كل زروب في رفيز في حبس في خوا يتابو بيدود زان يفيد السنة غلط أي رام شدود زان تابو بحوش تسجيش أسود ديو. Ветеран Алексей Шоня не отпустил гостей, пока они не попробовали домашнего красного вина и не отведали горячие хачапуры заботливой невестки. Ветеран Георгий Шаров по-мальчишески задорно пообещал встретить гостей и в будущем году. Поздравляю вас Здравствуйте. с 78-летней Спасибо годовщиной победы. Спасибо. Желаю здоровья, Спасибо. Поздравляем вас. Стараемся, благополучия. Живите долго и счастливо. Спасибо Ну, долго за не все. будем, но понемножку тянуть надо. Где вы закончили войну? В Крыму, В Крыму? в партизанском отряде. Я партизан был. А вы партизаном были? Я пацан был, а того и считаю, что я еще маленький был. Я уже вот такой был, а много дел делал. У ветерана Елены Вадинской замглавы администрации Автандил Сурманидзе заметил, что в гостиной не включается свет. Дочь ветерана предположила, что, вероятно, что-то с выключателем, но в отсутствие мужчины в доме некому заняться ремонтом. Чиновник обещал прислать электрика и разобраться с проблемой, возникшей в квартире ветерана. Войну вы выиграли. К сожалению, сегодня фашистствующие страны в Европе, в Америке голову поднимают опять. Да еще когда. А Россия опять борется с ними. Я думаю, что в конечном итоге, как всегда, победа будет за Россией, за нами. Все будет хорошо. Мира, добра и процветания вам всем. 13 ветеранам подготовили денежные подарки в размере 20 тысяч рублей. По состоянию здоровья не все смогли принять у себя делегацию столичной администрации, но ветеранам передали конверты от главы города. Амра Амичева, Алексея Кухава, пресс-служба администрации города Сухум.